Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня у нас будет необычное гадание на Таро ангелов, на Таро вашего ангела-хранителя. Мы посмотрим послание одной картой для вас на декабрь от вашего ангела-хранителя по первой букве вашего имени. Это необычное гадание. Вы загадываете именно свое имя, все просто. И первую букву, допустим, у вас имя на букву А, вы Анастасия, представим, да? Вы смотрите на букву А послание от вашего ангела-хранителя. А вот если ваш любимый человек, смотрите на его букву, на первую букву имени. Все просто. Мне кажется, что это будет очень информативно для вас, тем более, что послание всего одной картой отражает как раз-таки кратко суть вопроса. Послание вашего ангела на декабрь. Итак, давайте перетасуем колоду нашу и будем брать сверху. То есть я так считаю, что это будет хорошо, если мы будем просто брать сверху. Вот смотрите, как будем идти, да? Вот колоду кладу сюда. Наша буква, первая буква А, кладу сюда и показываю вам первую карту. Видите? Четверка чаш. Упущенные возможности, недовольство или скука. Откройте свои глаза для новых возможностей. Карта говорит о том, что ангел предупреждает, если ты будешь скучать, если ты будешь недовольна или недоволен жизнью, то, естественно, упустишь свои возможности. Чтобы открыть свои глаза, именно для новых возможностей, нужно больше шевелиться, нужно больше быть довольным жизнью и иметь позитивные мысли. Бог протягивает кубок для вас с вашими возможностями. Их просто нужно увидеть, иначе вы их упустите. Смотрим букву Б. Послание для буквы Б. Следующее у нас. Пятерка мечей. Вы приняли не самое мудрое решение. Подумайте, что вы можете сделать в данной ситуации. Рассмотрите все мотивы. Да, вам нужно рассматривать все мотивы окружающих. Какими мотивами вы руководствовались, какими мотивами руководствовались окружающие. Но получается, что вы допустили некую ошибку в общении с окружающими. И вам нужно просто все исправить и постараться больше не совершать эту ошибку. Ангел-хранитель говорит, что, получается, в декабре вы ее, естественно, исправите, просто рассмотрев всю эту ситуацию под другим углом. Буква В. Так, как-то я ее неправильно... Как она должна идти, интересно. Вот так, наверное, такая интересная буква В здесь, да? Буква В. Давайте смотреть. Императрица. Послание архангела Гавриила. Чрезмерное богатство ждет вас в декабре. Позвольте своим мечтам появиться на свет. Лелейте себя и других. То есть, если вы позаботитесь о себе, позаботитесь о других и, по крайней мере, просто научитесь мечтать, позволите себе что-то, что родилось в вашей голове, просто мысленно представьте, что вы богаты, и позвольте себе это. И у вас все получится. Следующая буква Г. Послание вашего ангела-хранителя на декабрь. Десятка чаш. Добротная и устойчивая семейная жизнь. Ваши эмоциональные и материальные потребности услышаны. Отношения, которые заслуживают доверия. Хорошая карта, она показывает крепкую семью, всегда единение душ и действительно хорошую, может быть, семейную жизнь. По сути, карта также показывает изобилие, то есть именно или изобилие, или стабильность в деньгах на декабрь. Вот так вам ангел-хранитель послал, да? Следующая буква Д. Сила. Послание архангела Ариила. Огромная внутренняя сила. Избавьтесь от резких суждений, прощения и сострадания. Во-первых, карта говорит о том, что у вас будет очень много энергии на декабрь. То есть вы будете шевелиться, вы будете делать, вы будете чего-то добиваться в жизни, да, и также это укрепление здоровья. И, по сути, не ссорьтесь ни с кем, будьте более сострадательны к людям. Следующая буква Е. Кстати, если у вас, допустим, имя, представим, есть имя, допустим, Евгений, да, оно и на Е, и на Ж, Женя, да, можете два послания посмотреть. Если вы, допустим, Елена, Елена смотрите на Е, и Лена на Л,
тоже вот хороший вариант. Екатерина, Катя, да. Суд, послание архангела Даниила. Пересмотрите и оцените происходящую ситуацию. Благоприятная оценка фактов. Время двигаться в другом направлении. Да, вам придется, видите, ваш ангел-хранитель, да еще и архангел Даниил сказал, что вам придется двигаться в другом направлении, что что-то поменяется. Плюс у вас идет пересмотр ситуации, да, и, по сути, восстановление чего-то. То есть вы же знаете, что карта суд – это карта возрождения. Следующая буква «Ж», такая вот интересная буква «Ж». Жрица, послание архангела Ханиила. Доверяйтесь своей интуиции, будьте терпеливы, хорошо подумайте, прежде чем начнете действовать. Интересно, интересно, жрица. Ну, она показывает, по сути, что ваша интуиция будет на высоте в декабре, да, и нужно уметь хранить тайны, секреты, а также хорошо подумать, прежде чем начнете действовать. Так, следующая у нас буква, это буква «З». «З», если ваше имя на «З». Влюбленные. Послание архангела Рафаила. Интимные отношения. Тщательно взвешивайте свои решения. Хорошее здоровье. Тут даже 3, я бы сказала, послания, но влюбленные, конечно, это любовь. Большая любовь у вас на декабрь. Ангел вам ее посылает. Так, буква И. Буква И. Хорошая буква. 8 чаш. Желание идти дальше. Поиск чего-то более значащего. Духовный и эмоциональный рост. Интересно. Скорее всего, будет переход куда-то, да? На новую работу, на новую учебу. Из одного места в другое. Может быть, вы убегаете от рутины, что-то меняете в своей жизни, переставляете мебель. То есть именно в этом тут суть послания, да? То есть ангел-хранитель вас об этом предупреждает. Вы будете искать что-то более для вас комфортное, значащее, интересное. И ну и получите в итоге духовный эмоциональный рост. Буква К. 3 динариев. Власть творческого потенциала. Признание для очень высококачественной работы. Будьте командным игроком. Но здесь успехи в работе ангел вам посылает, да, и в итоге признают ваши заслуги, если вы будете командным игроком. Следующее имя на Л. Давайте посмотрим. 7 жезлов. Защищайте свои взгляды и решения. Стойте на своем. Ведите сражение мудро. Ну и в итоге карта, конечно, показывает, что вы будете в декабре очень конкурентоспособны. И весь декабрь у вас идет защита именно своих взглядов, решений. То есть отстаивайте свое мнение. Ангел-хранитель именно это вам советует. Вы победите, вы будете настоящим победителем. Смотрим букву М. Туз чаш. Влюбленность или всплеск отношений, духовный рост и повышенная интуиция, новый дом. То есть тут опять же у нас как будто в карте 3 послания, да, кроется. Интересная карта, тем более про новый дом, может у вас переезд какой-то будет. Также повышенная интуиция, духовный рост, это тоже очень хорошо. Но и любовь, большая любовь в декабре. Так, буква Н. Так, я ее правильно хоть взяла-то. Буква Н. Туз мечей. Блестящие новые идеи и вдохновение. Вы способны видеть ситуацию такой, какая она есть. Время что-то менять в своей жизни. Интересно, интересно. Туз мечей — это даже у нас часто получение бумаг, новостей, да. Ну и расставление точек над «и», узнавание правды, раскрытие тайн. Хорошо, смотрим букву О. Что нам буква О поведает? Если вы на О, 5 жезлов, конкурирующие цели, скучные детали, конфликт. У вас может быть борьба с конкурентами, с конкурентками, с соперницей, но в любом случае вы можете выйти победителем, если будете стараться, если будете конкурировать на высоком уровне. Вам придется приложить усилия. Ангел-хранитель хочет этого. Буква П. Давайте посмотрим, кто у нас на П. Рыцарь динариев, верность, преданность, благородство и доброта. Вообще-то какой-то мужчина, да, играет роль в вашей судьбе в декабре. Пришло время, чтобы взяться за дело и добиться цели. Соблюдайте свои обязательства. Ангел-хранитель с вами. Вот видите, он говорит, я с тобой, я весь декабрь буду с тобой. Сегодня у нас только 2, да. Так, буква Р. Давайте посмотрим послание для буквы Р.
Четверка жезлов, удовлетворенность, спокойствие и изобилие. Счастливая домашняя жизнь, успешное завершение дела. Вообще четверка жезлов даже иногда намекает на покупку недвижимости и на счастливый брак. Поэтому тут вы будете и в изобилии жить, довольны жизнью, да? Такая целостность, иногда хорошее здоровье, большое счастье, хорошая спокойная работа. Хорошая карта, очень хорошая. Я считаю ее в некотором смысле даже приносящей счастье. Хорошо, буква «С». Такая «С» у нас. Давайте смотреть. Восьмерка динариев. Ваша искусная работа вознаграждена. Изучите все, что возможно по данной теме. Возвращение к школе. Интересно. Поработать вам придется в декабре, люди на букву «С». Так что сегодня у нас 2-е, только начало месяца. Давайте, пошите. Но, между прочим, эта работа всегда по сердцу. Восьмерка динариев, ангел-хранитель посылает вас работать. Буква «Т». Буква «Т». Давайте посмотрим. Паж мечей. Последовательность, честность, импульсивность, любознательность, стимулирующая информация, задержка или изменение планов. Вот вы знаете, паж мечей также еще означает какое-то обучение. Может, вы будете чему-то обучаться в декабре. Ну и также вот эта стимулирующая информация. Паж мечей всегда в курсе всех событий. Поэтому вот задумайтесь, вы какие-то новости очень важные получите в декабре. Буква У. Если ваше имя на букву У, паж жезлов, дружелюбие, творчество, уверенность, озорство. Новости, захватывающие новые возможности. Используйте свою креативность и изобретательность. Хорошая карта, показывает начало нового дела, нового творчества и, конечно же, получение новостей, а также иногда знакомства, очень активное общение, разговоры. Ангел-хранитель хочет, чтобы вы были активны в декабре. Смотрим следующую карту, буква F. Тройка чаш. Праздник, свадьба, окончание учебного заведения или рождение ребенка. Вам необходимо развлечься. Хорошая карта. Она часто показывает корпоративы, дни рождения, свадьбы, веселое времяпрепровождение, радость, исполнение желаний, жизнь в изобилии и вообще веселую, беззаботную жизнь. Чего я вам желаю на декабрь. Так, буква Х. Ха-ха-ха. Смотрим. Королева мечей. Независимость, опыт, реалистичность, остроумие, объективное принятие решения. Избавьтесь от того, что вам мешает. Отнеситесь к данной ситуации с юмором. Интересная карта, она показывает, что какая-то женщина будет влиять на вашу жизнь в декабре. Это первое, да? И второе, вам нужна дисциплина, вам нужна объективность, мудрость, да? И постарайтесь, не воспринимать все всерьез, да, близко к сердцу с одной стороны, а с другой стороны, если или человек, или люди, или какие-то предметы даже, что-то вам мешает в жизни, привычки вредные, избавляйтесь от всего, очищайте себя к концу года. Хорошо, буква С. Давайте посмотрим, если у вас имя на С. Король жезлов. Мотивация, совершенство, амбиции, харизма. Мужчина какой-то, да? Сосредоточьтесь и еще раз сосредоточьтесь. Будьте проницательным, будьте лидером. Давайте советы другим. Ваш ангел хочет вашего лидерства, да, в декабре. Он хочет, чтобы вы побеждали, он хочет, чтобы вы все организовывали. Может быть, съездили куда-то, полетели на драконе, да? Ну, в любом случае, постарайтесь именно сосредоточиться, взять себя в руки, не расслабляться в преддверии праздников, а именно стараться больше делать. Хорошо, если ваше имя на букву Ч. Башня. Послание архангела Чемуила. Кстати, вы на Ч и Чемуил на Ч. Интересное совпадение. Важный жизненный случай. Открытие, которое очень важно и которое будет являться причиной дальнейших изменений. Время расправить ваши крылья. Какая интересная карта вам выпала. Расправляйте крылья, люди на букву Ч. Интересно, как звучит ваше имя? Ну-ка, поделитесь. Хорошо, смотрим буква Ш. Буква Ш. Девятка жезлов. Не сдавайтесь. Защищайте то, что вы сделали. Имейте храбрость и верьте в себя. Будьте отважным человеком. Стойте на своем. Будьте справедливы. Будьте креативны.
Постарайтесь, может быть, даже как-то применять силу, да, но отстаивать свое. У вас, может быть, кто-то покушается на ваше имущество, да, или на ваши, там, не знаю, взгляды. Постарайтесь все отстоять. Хорошо, смотрим букву «щ». Если есть такие люди, у которых именно «щ», давайте смотреть. Двойка чаш. Отношения, которые станут ближе. Прощение. Положительное разрешение конфликта. Очень хорошая карта. Она показывает большую любовь. И примирение иногда между любимыми людьми. Иногда нахождение второй половинки. И если вы на «щ», расскажите, как же вас зовут. Очень интересно. Так, следующая буква у нас «э». Если ваше имя на букву «э». Давайте смотреть. Так, королева динариев. Заботливость, созидательность, страсть, здравомыслие. Уделите время тем, кто вас окружает. Проявите разумный подход. Отнеситесь с пониманием к проблемам. Примите их. Ну и также, конечно, сразу замечаю, да, что какая-то женщина будет очень сильно влиять на вашу жизнь в декабре. Ну и постарайтесь позаботиться действительно о тех, кто вас окружает, позаботьтесь и проявите здравомыслие, также страсть к своему делу, к своему любимому человеку, да, и, конечно же, будьте очень разумные. И когда к вам люди идут с проблемами, обязательно их принимайте и отнеситесь именно с пониманием, рассмотрите ситуацию со всех сторон. Вообще карта финансовой стабильности и изобилия, на самом деле, очень устойчивого положения в работе. Смотрим, если ваше имя на букву «Ю». Четверка динариев. Относитесь проще или будьте очень осторожным с деньгами. Хорошие деловые решения. Вознаграждение менее удачливым. Если до этого вам не везло, карта явно показывает, что скоро вам повезет. В декабре повезет по деньгам. И вы даже получите вознаграждение денежное. Также, конечно же, у вас будут хорошие деловые решения. И постарайтесь не транжирить, а быть осторожными со своими деньгами. Это очень важно. И последняя у нас буква – это буква «Я». Посмотрим. Двойка динариев. Слишком много всего и сразу. Необходимость в принятии решения. Рассмотрите более игривый подход. Вообще, конечно, это карта, показывающая демонстрацию ваших способностей перед другими людьми. Ангел-хранитель хочет, чтобы вы брались только за одно дело, а не за два одновременно. И все-таки продемонстрировали себя, как-то показали свои знания, умения. А их оценят обязательно, потому что в чем-то да вы очень хорошо понимаете, профессионал. И более того, постарайтесь принять решение, а не зависнуть на двух вариантах. Ну вот такая у нас получилась гадалка, рулетка, да? Прохождение по буквам алфавита. Я надеюсь, что вам это понравилось. Пишите свое мнение. Жду ваших отзывов. И всем до новых встреч. Пока-пока.